Мотор! Всем привет, это 9-й выпуск «Зашибись истории», и мы продолжаем рассказывать курьезные случаи, реальные, которые произошли на нашей планете Земля. И начнем мы с жителя Китая из провинции Джэньцзы. Блин, конченая провинция. Который разделся просто наголо и лег перед автомобилем, чтобы инсценировать ДТП. Причем автомобиль уже был припаркован несколько минут, где-то с полчаса, и он решил вот как-то вот так вот под шумок изобразить нападение, и просто лежал несколько часов, чтобы пришла хозяйка авто и выплатила ему компенсацию за то, что она его якобы сбила. Ну, она, естественно, вызвала полицию, и оказалось, что этот человек уже сидел в тюрьме, кстати, вот примерно за аналогичное мошенничество. Ну, кстати, его сфотографировали, и он довольно так лежал вальяжно, руки за головой, будто бы он на шезлонге, абсолютно голый, и рядом аккуратно велосипед. Ну, я не знаю, кушал ли он виноград, но он Мне кажется, у него отдыхал. несколько другие цели были. А следующая новость у нас произошла в Гватемале во время пасхальной недели, у них она была раньше чуть-чуть, там было какое-то выступление, посвященное, естественно, этому событию, была инсценировка с Иисусом, его должны были туда повесить на крест, актера, играющего Иисуса, его под ручку по лестнице повели до креста, он там повис, и крест упал вместе с Иисусом, причем Иисус прям так, высоты, наверное, не знаю, там, наверное, 2-3 метра, даже больше, наверное, 4 метра, и крест стал наклоняться, и он вместе с этим крестом полетел вниз. Я не знаю, поймали ли его как рок-звезду, но падение было эффектное. Я думаю, это были ржавые гвозди, его не очень хорошо просто пригвоздили. А представьте, что было бы, если бы реально такая история произошла. В Библии же не было бы просто вообще, сейчас бы мир другой был просто. Как зубр? Да, нет, не как зубр, как медведи, по-моему, да? Зубр переел куличей, и он умер, вы знаете? В зоопарке, правда, я не помню в каком городе, но буквально недавно в России в Ростове перекормили зубра куличами, и он умер от переедания. Там была табличка «Не кормите животное, но травоядное», но нет. Наш народ русский все-таки пихал в него эти куличи. Следующая новость. Ты, тут можешь посмотреть, Рим. В курсе, кто такая Серена Уильямс? Американская теннисистка. Я тоже не была в курсе, но вот новость интересная с ней есть. Она была в отеле Рима, там была дегустация и реклама собачьей еды. И она ничего лучшего не придумывала, как попробовать эту собачью еду. Ложечку, буквально ложечку, потому что она так приятно пахла, она так манила своим ароматом, что она не могла себе отказать в этом удовольствии. Попробовала, и, в общем, она отравилась. Да, в итоге она записала несколько видео на эту тему в Snapchat и жаловалась, что как же сотрудники отеля не догадались повесить табличку, что эта еда не предназначена для людей. А то, что там написано, что собачья еда, это не считается. Что я могу сказать? Американцы, они же... задорно все сказала, собственно. Дальше. Дело произошло в одной из новосибирских квартир. Какие-то дамочки приятно проводили там вечер за бокальчиком вина и услышали, что кто-то скребется им в квартиру. Кто-то царапает дверь. Они, естественно, так испугались, что стали вызывать охрану, полицию, всех на свете. В итоге приехал ОМОН, как сказали эти девушки, очень красивые ребята, привлекательные. Приехал ОМОН и увидел кошака, который скребся в квартиру. Кошак этот оказался соседский, он перепутал этаж. Когда они пришли, увидели, что он все там расцарапал, штукатурка попадала. Вот. Ну и девушки очень удивились, когда ОМОН сказал, так это домашний питомец, потому что они в ответ сказали, а как вы по такой преступной морде поняли, что он домашний? Я даже не знаю, кто в этой истории круче, эти девушки или кошак, который
такое преступление устроил, он напугал девчонок. Я думаю, это холод в Новосибирске. А последняя новость. Австралийское издательство Creative Collective выпустило раскраску для взрослых. Раскраска антистресс предназначена для обиженных людей. Казалось бы, что там, для каких людей именно? Обидел босс, обидела, не знаю, там, друг. Но на самом деле данная раскраска предназначена именно для тех людей, которым разбили сердце, и они не могут это перенести. Там достаточно много скучных элементов, раскрашивать до посинения нужно, но данное издание разбавили забавными надписями, как раз посвящающимся этим жестоким людям, которые бросили свою половинку. Надписи гласят примерно «Ну и живи со своей мамулей, придурок», или «Удачной тебе жизни, засранец», ну и, конечно же, такое универсальное и «Fuck you». Там все в цветочках и вроде бы, знаешь, позитивно, но в то же время освобождает какую-то злость. Агрессивно-позитивно. Ну, в принципе, если раскрасить, все достаточно мило выглядит, и сами создатели сказали, что их вдохновили их личные истории, что все мы пережили расставание, боль и так далее, и зачем же себя губить, в депрессии там взрываться, лучше провести дело с пользой, в позитиве, с красками. На Амазоне за $8,5. Ну все, наверное, да? Ну, наверное, да. Что, будешь говорить на этом нашу экскурсионную? На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Предлагайте новости. Посты делайте. Да, кстати. И начинаем. И следующий у нас что? Какой такой? Фиговый выпуск.